середине июля ингушский полк дикой дивизии получил задание провести разведку в тылах австрийцев. И неожиданно нарвался на знаменитую «железную дивизию Кайзера». Русское командование не подозревало, что в помощь разгромленным австрийцам немцы срочно перебросили из Франции отборные воинские части. Железная дивизия наводила страх на войска англичан и французов. И вот теперь она разворачивалась против ингушского полка. 3000 немецких штыков, пулеметы и тяжелая артиллерия против 500 сабель кавказских горцев. Не дожидаясь приказа, самоуправно ингуши бросаются в лобовую атаку. Немецкий солдат, участник боя, позднее вспоминал: «На нас надвигалась конная орда. Внешний вид наступавших был поистине страшен. Бритые наголо, с выкрашенными хной или охрой бородами, конники с дикой скоростью приближались к нашим окопам. При этом на запястье каждого вращалась шашка. Во главе каждого отряда мчался мулла в зеленом или алом одеянии. Они выкрикивали на скаку хвалы пророку Мухаммеду. У каждого муллы в руках был Коран и винтовка за плечом». Через 1,5 часа гордость кайзеровской армии перестала существовать.